Ну что, друзья, доброго утра всем. Хотя утро сегодня у нас почему-то недоброе. Притопал в этот шалаш, вот Вовкин прошлогодний шалаш, еще по темноте. Ну как, только-только начинало светать после 2 часов. Вот там вот Вовкин новый шалаш. Там остатки нашего шалаша. Ну, в этом году обновлять его не стал, так как Вовка построил рядом, Володя. И чтобы не было перекрестного огня. В общем, можно так сказать, ну, забросили. А вот там вот возле озера мой новый шалаш, ну не новый, мой шалаш обновленный, с досками, с палаточкой. И сейчас я буду пробовать туда пробиваться, накачать лодку и на лодке доплыть до берега, потому что все попытки мои перейти по болоту не увенчались успехом. Очень опасно, трясина, все шатается, качается, и один не стал рисковать. В общем, поднялись 3 кряква только, когда по темноте еще шел, и все. Вот уже часа полтора уже, получается, сижу, проливной дождь, и замерз уже, закоченел. Ни одной утки даже близко не пролетело. Странно, почему-то я думал, что утка будет, потому что вчера вечером утка летала. Хорошие стаи были, утка всякая, разная, чирки, связи, шелохвости, кряква, вся утка, кроме широконоску не слышал и не слышал хохлатой чернити. А так вся утка была, и много ее было. Летала по болоту, потом уже по темноте, когда шел в избу, летала. Почему-то думал, утром будет лучше, но, как мы видим, и смысла торчать здесь никакого нет. Весь уже замерз, закоченел. У меня после вчерашней рыбалки еще то, что раздетый ходил по озеру с Иваном Григорьевичем, что-то нехорошо появился кашель. Походу немножко приболел. Это не есть хорошо. На весновке болеть — это не очень хорошо, скажем так. Но у меня почему-то так часто бывает. Ладно, не будем морозить сопли. То, что нет перелета утки, подтверждает еще то, что за все утро слышал раз-два, ну буквально 3-4 выстрела. Через речку там стреляли, и там ниже один выстрел был. То есть утки нет нигде. По-любому охотники все сидят после вчерашнего вечернего перелета везде, но не стреляют. Значит, получается, утка не летит. Что есть, она сидит на месте, не двигается, перелета нет никакого. Вот такое вот состояние болота. Еще есть местами снег. Это от шалаша, что намело. Тем берегом еще пробраться можно. Попробую сейчас пройти прямиком. Если получится дойти до палатки, достану резиновую лодку, накачаю и приготовлю, чтобы была наготове на том берегу. На будущее буду предусмотрительнее. Лодку все-таки надо было оставить мне где-то в лесочке, но опять же, мог бы порвать эту лодку медведь, но что-то я подумал, с избы тащить далеко. Почему-то я додумал, что добраться будет проще, но не тут-то было. Все, вот такое вот первое утро на весновке, неутешительное. Ну ладно, все еще впереди, подождем. Может быть, дождь успокоится и к вечеру утка полетает. А теперь будем пробовать пробиваться к нашему шалашу. Погнали. Итак, друзья, немножко истории. В общем, добрался до такого вот шалаша старинного уже сколько,
лет, ну, примерно 18, наверное, где-то так, лет назад. 19, может 19 уже. Здесь я охотился, здесь был у меня шалаш. Тут я жердочек нарубил, чтобы суши было. Здесь все было культурно, где-то даже есть фотография. Цветная уже, правда, фотография, но на фотоаппарат Вилия Авто. Пленочный фотоаппарат. Пленка Кодек уже была. В общем, сделали фотографию. Здесь вот король уток. Вот сейчас вот у меня там шалаш. А тут сидели здесь. Утка сюда садилась. Стреляли. И вот там, где сейчас мой шалаш, дальний, до туда вот я топал пешком отсюда, потому что там утка хорошо садилась. Допустим, напарник один остается здесь, я шел туда. По болотам, по воде шел. В 3 веточках так стоял и караулил. Хватало меня на час-полтора, не больше. Ноги сводило, потому что в резиновых броднях раньше охотились. Ну, иногда удавалось что-то добыть, иногда в лед что-то, иногда так. А так в основном это мое место было. На той стороне. Раньше народ сюда ходил, и утка была раньше. Сейчас что-то перелет с каждым годом все хуже и хуже. И забросили. Это уж потом отсюда я перешел туда на плот. Там плот построил. И начали охотиться на плотах. Раньше никаких плотов не было. Шалаш построил на берегу. И все. Ну, тут утка хорошо садилась. В принципе, даже вот с того шалаша, сейчас, если в данный момент караулить, то лучше сидеть здесь. Утка вот плюхается здесь. Но потом озеро, когда откроется, да, хохлатая чернь прилетает, лучше там. А вот вчера бы, если я сидел в этом шалаше и приехал бы чуть пораньше, то без утки бы по-любому не остался. Вчера утка летала вечером хорошо. Просто я не смог до сюда добраться, да и поздно приехали. По центру болота пройти не смог, очень опасно, все шатается, все проваливается. Вроде и воды немного, а болото растаяло полностью. Обычно бывает воды по колено, но дно твердое, промерзшее. Снега было мало, и солнцем, теплой погодой растопило весь лед, и все болото растаяло. Так что передвижение по болоту с помощью шеста. Тюкаешь каждый шаг, только так. А еще лучше ездить на лодке, плавать. Но на лодке воды нет, так что на болоте в этом сезоне, в этом году охота так себе будет. Не знаю. Ну вот у Вовки тут шалаш есть, Володя. И там до реки тоже через дня 3-4, я так думаю, лед уйдет. И будем сидеть на озере. Ну а пока осталось совсем немножко, давайте попробуем добраться уже до нашего шалаша, поправить елочки и все такое. Веточки, елочки, маскировочку сделать. Так, где же здесь тропа? Уже давно не ходил, где-то здесь была тропа. Где-то я здесь втыкал палку, прогнила, видать, упала. Хотел плотик там сделать, шалаш здесь, потому что с того плота здесь не берет выстрела. Утка здесь любит садиться. Это здесь где-то. Вот передвижение здесь тоже опасно. В общем, будем пробовать. Будем пробовать как-нибудь добраться до нашего плота, до нашей палатки, до нашей лодки. А вот тропиночка. Вот она, старая заброшенная тропинка. Ага. Вот по этой тропинке надо идти напротив плота, и там как-то надо будет пробовать резать. Там тоже опасно возле озера. Но напрямую здесь точно не пройти. Я как-то пытался, провалился по пояс.
Ну что, будем пробовать. Здесь-то я пройду. Тоже растаял уже. По тропинке-то я пройду. А вот там вот, как вот возле палатки, не знаю. Попробуем, получится хорошо, значит возьму лодку. Ну не получится, придется Володю ждать. У Володи лодка есть, накачать, доплыть до нее и потом уже взять свою лодку и передвигаться только на лодке. Все, прячем аппаратуру в карман. Погода сегодня далеко не съемочная, не летная. Не переставая идет дождь. И ни одной утки нигде. Никакого перелета. Как-то вот так. Первый день весновки. Пока ничего интересного. Вот такие вот передвижения. Болотина. А тут еще нормально. Самые опасные вот такие вот, где типа ржавчины. И самое опасное будет там вот рядом с озером. Ладно, выключаемся. А то это контент не для слабонервных. Сам боюсь. Ну вот, друзья, с Божьей помощью все-таки я добрался до своего плота. Вот мой плот, вот моя палатка. Короткая история. Раньше шалаш был вот там, видите, да? Небольшой плотик я туда построил в один слой, небольшой шалаш. Потом позже с Иваном и с Ромкой, это где-то, наверное, в 17-м году, весной. Или раньше, в 16-м, возможно. Уже не помню точно. Но лет 6-7 назад на буране натаскали сушняка. Выложили сначала один слой. Вот так вот выложили вроде бы. Потом второй слой выложили. Вот это у нас второй слой, наверное, где я сейчас стою. Вот тут вот большой слой. Вот это уже у нас идет третий слой. Так, идет третий. И потом вот уже с тонких жердей года 3 назад с Ромкой уже мы вручную перетаскали 4-й слой. С горельника тут нарубили, чтобы не тяжело ни нас ни гоходе. Вручную перетаскали. Здесь сделали небольшой плотик. Переплавили через озеро. Сплавили здесь лодкой на буксире. Притащили кучку этих жердин по 2 метра. И выложили, как бы, чтобы удобнее было. А то уже вода доставала. Получается 5-й слой, наверное, уже. И вот в этом году там, видно, привез доски. В хорошую погоду, как будет сухо, уберу палатку. Выстели доски. Это уже будет 6-м слоем. И все будет нормалек. Будет комфортно. Там вот у нас в палатке резиновая лодка. Стульчик, весла. Запас воды 5 литров. Вон, вода не протекает. Собралась вода. В общем, скоро мы в этой палатке будем проводить ночи с вечерней до утренней зорьки. Ну, скоро. Уже сегодня получается. Лодку я накачаю. Пробовал пройти с этой стороны по тропе, тропу нашел. Бесполезно. Трясина невозможная. В общем, ничего не получилось. Но место перспективное получается. Вот оно, край озера. Тут даже чучела не надо выставлять. Белобокая, черки должны плюхаться сюда. А с этой стороны, вот с этой стороны, сейчас поднимусь, покажу. Должна садиться утка. Любая тоже. Воды, правда, маловато. Когда здесь воды больше было, вот утка хорошо садилась сюда, сюда, туда. Всякая разная утка. Начиная от черков, кряпка, кончая широконосками. Шелохвост по первому сегодня-завтра полетит. Потом, как
река, озеро откроется, вернее, шелохости уже нету. В основном здесь черки, хохлатая чернь, ну свези бывает еще. Ну что будет, то будет, будет видно. Да, палатки добрались, это хорошо. Теперь накачиваем лодку и как-то аккуратно с помощью лодки переправляемся на тот берег. Ну, сначала где-то минут, наверное, 20-30, пока не замерзну. Посижу, может быть, что-нибудь да прилетит. Ну, а потом уже, если ничего не будет, пойду в избу и будем. Отдохнем, перекусим что-нибудь, растопим избу, согреемся и отдохнем. Будем ждать вечернего перелета. Друзья, ну вот, вроде и получилось у меня открыть сезон. Вроде бы охота началась. Да нет, не вроде, вот лежит, да, не шевелится. В общем, с полем, Геннадий. С полем. Вожусь досками, начал разбирать палатку. Снял с 2 гвоздей уже. Начал вытаскивать оттуда, доски сюда положил. Налетают, ну, заметил, 2 кряку летят. Притаился, плюхнулись вон. Сюда вот в эту лужу плюхнулись. И у меня все получилось. Вот он, да, лежит. Вот он, крякаш. Так, тихо, тихо, тихо. Еще крякнули где-то. Еще налетают. Так, тихо, делаем камеру. Может, еще сядут. Не, все четко с первого выстрела. Сразу наповал. Селезня. Самочка улетела, можно было, но не стал. Пусть плодится, пусть живет. Селезень наповал. Так. Ну что, вроде на печоры ушли. Крякали еще. Так, пока доставать не буду. Вот он, не знаю, видите, не видите, вот вода, потом трава идет, и вот сразу за травкой вот он там лежит. Лапки красные, да, селезень. Ну вот оно и свершилось. Ради этого уже стоило вот это все. И шалаши, палатки, и все. И это только еще начало. Все впереди. Надо все это приготовить, чтобы вечером на это не тратить время. И тем более идет дождь. Поднять палатку, выстелить досками. В принципе, мы вот мелкими и так это все сделаем. Но все равно вот неровно. Лежать неудобно будет. А если досками выстелю, то все будет как надо. Сейчас резинку оттуда убираю. Устилаю досками. Но башкой будем крутить на все 100. Так, пойти достать, что ли? Я не пойду, может еще налетят. Достать мы всегда успеем. Тем более она все вот не шевелится. Вон готовая. Вон деревце стоит вот слева, видите, нет? Давайте повыше поднимусь. Вот по этому курсу вот она лежит, лапки красные. Чётенько все получилось. За все утро вот 3 кряквы поднял, когда сюда шел. И вот парочка налетела. И все. Вот не приди я вчера вечером, и если бы я не видел, что
утка летит хорошо, я бы сказал, что утка еще не прилетела. Первые крякаши, там подумал бы, озеро вон еще стоит, полностью просвело. 5 дней назад я здесь еще катался на буксировщике. Вчера мы еще приехали здесь с Иваном Григорьевичем зимней рыбалки. Завершили сезон. Вчера закрыли зимний сезон рыболовный, сегодня открыли охотничий сезон. Да здравствует весновка. Ура, ура, ура. Янскадан. Ну вот, пока караулим уток, совмещаем полезное с приятным. Немножко поработали, вот убрали палатку. Все, выгрузили спальник, лодку. И смотрите, какая у нас получилась красота. Выложили досками. Доска, конечно, не первый сорт. Первый сорт по цене очень дорого. А не кондиция. Он, пожалуйста, чего-чего для плотика моего как раз. И теперь уже первый плот был с огромных бревен на буране таскали. Второй чуть тоньше, третий еще тоньше. Четвертый слой получается. Или пятый, я не помню уже. Говорил, я им натаскал. На таком можно было уже и спать комфортно. Вдоль ложишься и нормально сухо было. А теперь вообще шикарно. Давно хотел. Главное захотеть. Как говорится, русский долго запрягает, едет очень быстро. Все-таки мои мечты воплотились. И теперь у меня плот будет с полом. Ну что, натягиваем обратно палатку. Достаем нашего крякаша. И пойдем, наверное, в избушечку. Что-то утка совсем не летает. Это думал, пошло. Тут 2 пролетело, там еще... О, блин. Вон только одни пташки летают. Тишина, и нигде ни одного выстрела. Где-то что-то тормознулось. Не дай бог, чтобы опять вернулась зима. Вроде по прогнозу минуса не было. Ну и дождь не нужен как бы. Ладно, что загадывать. У природы нет плохой погоды. Ставим палатку и валим в избу. И посмотрим, что у нас получится с палаточкой уже. Ну вот и сделаны все дела. Палаточка стоит на месте. Теперь она с полом. Все четко. Даже одна доска получилась лишняя. Ну практически 2 доски. Там одна гнилая еще тоже. Можно было на 3 доски меньше. Ну ладно, запас. Как говорится, есть запас. Все, дело сделано. Лодка. Вот она, готова к бою. Накачали, правда, не обошлось без казуса. Вон. Проверил лед, вроде бы держит. Тут уже начинается озеро. Вышел на лед, начал накачивать лодку и провалился ногой. Хорошо, что удержал второй лед. Видать, там второй, но по колено утонул, блин. Сердце, волосы аж зашевелились. Думал, ну все, блин, искупаюсь сейчас, блин. Тут очень глубоко, прямо с берега. Болотина такая. Ну хорошо, второй слой удержал и дальше не провалился. Одной ногой провалился. Вот надо быть очень-очень осторожным. Осенний лед, если крепкий, весенний он очень опасный. Налетали 2 кряквы еще, но я как раз тут накачивал лодку и не сели. Как бы заметили меня, улетели обратно и все, и больше никого вообще не было. Так что здесь делать больше нечего. Пошли доставать нашего селезня и пойдем-ка в избушечку. Позавтракаем, растопим избу и ляжем спать. Надо отдохнуть немножко. Сегодня ожидается тяжелый день. Сегодня заезжает Володя. И за открытие охоты сегодня немножко дадим жару. Так, ну а вечером, конечно же, придем сюда. Вот они, красные лапки. Все, погнали. Пошли доставать утку. С одной стороны, хорошо, что воды мало. Когда воды много, когда здесь все плавает, все под водой, бродни выше колен, и каждый шаг надо смотреть аккуратно. Если где-то чуть
поглубже, то можно набрать. Володя так он в забродниках по пояс ходит. Вот это классная вещь. Вот он. Вот он. Первенец мой. Энскадан. Вот он, красавец. Вот он. Вот такой вот красавец селезень. О, хвостик кругольком. Красивые перья. Так что привет Василию Чупину. Передаю. Сейчас, подожди секунду. Василий Чупин, привет тебе, дружище. Вот он, первый селезень. И как я тебе и обещал, с этого селезня шкура будет снята, подсолена. И так что не только с этого. Если что-то будет еще, сниму, подсолю и отправлю тебе посылкой. Василий делает охренительные мушки с перьев. И не только с ниток, с перьев. И вот эти яркие оперения, вот эти все серые перья идут в дело, как бы сказал. Отдельные перья, говорит, неудобно, а целиком шкуру можно выбрать любое перышко. Отправлял я также как-то Иринке Барановой в Питер. На этот раз Иринке я тоже отправлю. Ирина, жди. Дай бог получится с охотой. Перышки или шкурка там что-нибудь обязательно будет. Так что Василию уже вот есть шкурка с полем. Здорово. Вот с такого экземпляра. Сейчас вот крякаши еще полетают, потом они пропадают. Видать, кряква садится на яйца. А вот эти селезни опять потом одиночками ищут голодных самок, которых не находят. И потом, говорят, разоряют гнезда и все такое. Так что вот этих селезней, которые уже сделали свое дело, оплодотворили самочку, с одной стороны, желательно убрать, чтобы они не мешались. Так что будем надеяться, что он уже успел свое дело сделать. Раз с парочкой гулял, парочка улетела, сядет на яйца, и все будет у нее хорошо. Яйца уже оплодотворенные, а ты пойдешь на супчик, да, и на перья. Вот. Ну все, пошли в избу. С лодкой нам не страшно. Вот она, тропа. Сейчас я вам покажу. Как здесь бывает опасно. Я говорю, иногда ходишь спокойно, все промороженное болото. На этот раз снега было на болоте мало, и солнцем рано растаяло все. И вот уже вот здесь, тут мы все по льду ходили раньше. Вот там вот слева ржавчина, справа уже озеро идет. Здесь была тропинка. Тут еще мы ходили спокойно. Ну вот, нет, здесь-то мы еще пройдем. Вот там вот что начинается, там уже капец полный. Вон. Здесь как-то у нас стоял маленький шалашик круглый, вот остатки остались. Вернее, шалашик где-то был чуть дальше, вот там. Это вот сидушка, друг на друга сколотили сидушку с ромой. А нет, вот он, да, вот он сам плот, вот он. Такой метр на метр. И вокруг него стояли елочки. И тут вот эта сидушка с гвоздями. Гвозди надо убрать аккуратнее. С Ромкой мы сколотили. Была где-то даже фотография. Ромке было, наверное, лет 11 или 12, не помню уже. И вот в этом шалаше очень хорошо было. Обстреливался вот этот участок. Вот здесь все обстреливалось.
Потому что с палатки, с того плота до сюда как бы далековато стрелять. А здесь самое то. Так что, если принести 4 колышка и натянуть сюда масть-сеть, то можно просто сесть на стульчик, уже не на болоте. Вот эти с гвоздиками чурочку убрать, и как бы вот он, видите, шатается весь наш плот на болоте. Сколько лет уже? 10 лет прошло, около 10 лет, а он на месте, сколоченный, все еще держится островочек. Так что, возможно, сегодня вечерком надо будет 4 колышка вырубить, раз, два, три, 4, натянуть масть-сеть, спрятаться. И вон какой обзор тут рядом. А потом вечерком пройти в палатку. Здесь пройти можно на ночь уже. Ночью переночуем, с утра можно будет опять сюда. Ну а потом, когда уже озеро откроется, там уже шансов будет больше. Так, ладно, заболтались. Пойдемте покажу, как здесь бывает вот опасно. Вот, смотрите. О, видите, да, вот это тут дна нету. Это вот тропа идет, но вот это просто одеяло мха, которое лежит на озере. Вот оно озеро. И вот тут вот как бы очень-очень опасно. Если вот это одеяло каким-то образом проткнется то видите, да? Палка прошла полностью. Если нога уйдет туда, то засосет, мама, не горюй. Видите, да, какая длинная палка просто провалилась туда. Вон. Дна нету. Тут до бесконечности все трясина и трясина. Так что здесь опасно, очень. Но мы здесь почему-то ходим. И вот эта лужа, которую мы вчера не смогли перейти. Как бы есть клюква, можно собирать клюкву на морсик. Мы вчера здесь просто все, воды очень много, с озера вода, видать, поднялась, и здесь трясина, и очень глубоко, больше метра глубина, и здесь уже без лодки совсем никак, совсем никак. Так что как-то вот так. Вот я вчера был вот там. Оставалось, надо было перейти вот небольшой перешейчик. Я был бы в палатке. Но вот этот участок за 2 года почему-то изменился. Подушка немножко ушла на дно. Здесь надо бы сделать мостик. Сколько тут метров? Метров 6, наверное, 7. Привезти на снегоходе на следующий год длинные бревна вот на ту кучку хотя бы, от той до той, вот так вот длинные бревна, штучки 4, и спокойно можно будет переходить. Так что на следующий год планы уже поставлены, надо сделать здесь мостик, чтобы без страха переходить этот опасный участок. Ну все, теперь садимся на лодку, переплываем и в избушечку. Время знаете уже сколько? Сейчас я вам скажу. Пока мы вошкали, зато какой красавец шалаш получился. Палатки даже не видать, просто островок леса. Утка больше не летала у нас. Ну и ладно. Зато со спокойной душой отдохнем. А время у нас уже ни много ни мало 7 часов. Все. В это время мы обычно ложимся спать. Что мы и сделаем. Так. Ну что, пришло время завтрака. Вернее, ужина. Мы же только что ложимся спать. Значит, это ужин. Здесь на Весновке все наоборот. Утром ложатся спать, а вечером просыпаются. Ночью живут, а днем отдыхают. Как-то вот так. Сейчас утро, значит, мы сейчас покушаем.
и ляжем спать. Значит, это у нас ужин. А на ужин у нас сегодня домашний борщец. Домашний борщец. Согрелся, нет? Шикарно. Дома он вкусный-вкусный. Ну а здесь везде он дважды вкуснее. 2 раза вкуснее. Так, ну что? Я думаю, не по чарочке, по пол чарочки, чисто символически. Маханем. Ну, вчера немножко. Сейчас немножко. А потом Володя приедет. Можно немножко. Так что вот так вот. Вот так вот. Хватит. Поставил вот такую вот газетку сюда, чтобы не слепило, а то смотрю в кадр, лампочка отсвечивает и как бы блика, так вроде бы все нормально. Вот. Ну что, первый день заезда подошел к концу. Планы минимум сделали. Это завезли лодку, постелили доски, замаскировали ветками, елочками. Ну, а планы максимум — это интересно, достойно, красиво провести весновку. Это в будущем. Так что за это поднимем бокалы. Будьте здоровы. Дождик прошел, и тишина. Слышно только, как капли с деревьев капают. Дай бог, чтобы вечером не было дождя. В принципе, сейчас мне не страшно, я залезу в палатку, да и... Отнести надо, еще 2 коврика привез, чтобы мягче спалось. Спальный мешок. Северный путь на овчинном меху там у меня. Вечерку посижу и не буду сюда идти в избу. С собой возьму термос, трубочки, там что-то перекусить, сало, бутики, может быть. И останусь ночевать в палатке. Получается, где-то сейчас еще апрель у нас, ночи длинные. Грубо говоря, часа 3,5, 4, можно сказать. Ну, пока то все. Можно будет отдохнуть в палатке. Ну, зато смотри, какие плюсы. Утром первая утка только начнет летать, если она будет летать, как сегодня, может, и нет, но как обычно, вот только начинает летать, а ты уже в палатке. Бывало так, что я в трусах прямо со спальника выходил и стрелял утку с шалаша. Посмотрим. Если получится, натяну массеть и попробую с этого маленького островка, что 10 лет назад сделали. Только там надо аккуратнее будет. Помню, на гвозди забивали, чтобы бродни не порвать. Просто из... Ну, клетку соорудили, допустим. Так, не помню сколько штук. На себе я перенес, заколотили. И поперек. И чтобы они не расходились, мы их заколачивали на гвозди. Борщ у меня сегодня интересный. Борщ с мясом. Не помню, свинина, конина, не помню что. А туда я еще закинул утку, черка. Ассорти получилось. Чтобы отдельно не греть, прям туда кинул. Шикардос. Так что
утка к утке. Принесли с собой готовую утку. И вот селезня уже добыли. Так что примета то, что на рыбалку с рыбой не ходят и на охоту с уткой, с дичью, как вы видите, не работает. Если утка есть, если суждено добыть, ты хоть вагон утки принеси с собой, ты добудешь. Ну а если уже не повезло и ничего нет, ты хоть с пустым рюкзаком приди, так и останешься голодный и без уток. Как-то вот так. Ну что, долго трещать не будем. Интересного пока мало. Перекусим, ляжем спать. Ну, отдохнувши, проснемся, и там будет видно, что и как. Ну, естественно, это увидите и вы. До следующей части. Продолжение, как говорится, следует. До новых встреч на канале Коми Рыбак. А она будет уже скоро.